Приветствую вас, дорогие друзья, с вами Анет. И последнее время, я думаю, никого не обошел стороной вопрос майнинга, дефицита видеокарт и всего того, что с этим связано. Вкратце, для тех, кто не в курсе, существуют в природе электронные криптовалюты. Возьмем, к примеру, биткоин. И они добываются с помощью вычислений на видеокартах и не только. Так вот, последний месяц курс криптовалюты очень резко подрос, и люди начали просто массово скупать все возможные видеокарты, кроме затычек, во всех доступных магазинах с целью получения прибыли с помощью майнинга. Так вот, последние дни курс начал заметно падать, и это повлекло, конечно же, за собой появление этих самых видеокарт, которые стали уже майнерам не нужны на вторичном рынке. Поэтому стал актуален вопрос и очень вас заинтересовал, а можно ли и не опасно ли покупать эти видеокарты после майнинга. И сегодня я постараюсь на него ответить. Первое, что следует понимать, это то, что видеокарта, которая приобреталась для майнинга, работала 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, на пределе своей производительности. А это значит пиковые температуры чипа, элементов питания, ВРМ и памяти. Также это износ винтиков системы охлаждения и потеря термопасты или терможвачки, сейчас на них все садят, своих теплообменных свойств. ВРМ – это модуль регулировки напряжения, для тех, кому интересно. Посему народ поделился на два лагеря. Майнинг убивает видеокарты в среднем в 6 раз быстрее, чем при обычной эксплуатации. Выжигает элементы питания, приводит к быстрой смерти памяти и отвалу чипа. Это, знаете, как машины в такси убиваются за 2-3 года, а на обычных машинах ездят по 3-4 часа в день, и они по 10 лет служат. Вот что ты несешь? Майнинг никак не повредит видеокарте. И вообще аналогия с авто крайне некорректна. Повредить может длительный перегрев, выгорание питания, отвал чипа. Все это может произойти из-за плохой вентиляции в корпусе и в голове того, кто майнит. Ресурс схем от работы не повредится. Да там твой ресурса на десяток лет хватит, а то и больше. Вообще, майню как хочу, законом не запрещено. Спокойно, девочки, не ссоримся, потому что, в принципе, каждая из вас по-своему права. Потому что на одной чаше весов лежит здравый смысл, подкрепленный такими ужасами, как деградация чипа, а вероятнее всего, ранее произойдет отслоение, разгон с доведением до пика и рабский труд 24/7. На другой чаше весов понимание того, что если видеокарта не перегревалась, то в принципе причин для беспокойства становится на порядок меньше, ведь нигде на видюхах не пишется, мол, not for mining, или увлеченные в майнинг видеокарты снимаются с гарантией. Нет, такого нет. То есть, если не допускать перегрева, то в принципе душевное и физическое состояние вашей карточки может быть вполне себе годной форме. Однако понять, было ли охлаждение достаточным, слабо представляется возможным. На карте же не написано «Я работала день и ночь в топке адской сатаны». Так стоит ли обращать свое внимание на дешевое БУ предложение видеокарты после майнинга? С одной стороны, скупой платит дважды, а с другой стороны, волков боятся в лес не ходить. Давайте разбираться дальше. Какой ресурс у радиоэлектронных компонентов? По идее, сам чип крайне долговечен. Тут уже вступают в дело вторичные признаки, такие как элементы питания, качество компонентов, то, как была произведена пайка, вплоть до флюса. Вариантов миллион, и о выборе надо говорить предметно. И вот я вам приведу пример с одного лохматого форума, который как-то был мною найден. В общем, в бородатые времена R9-280X одного очень известного бренда после длительного участия в майнинге была выставлена на продажу. И вот в момент продажи она представляла из себя вполне бодрую живую видеокарту, которая прошла тесты и так далее. Однако уже позже в пользовании в играх у нее там то артефакт вылезет, то квадратик выпадет. И карта была заменена на аналогичную R9-280X. И ситуация вновь повторилась. Затем было еще 4 такие же карты и 4 аналогичные ситуации. Тогда продавец, владелец майнинг-фермы, предложил заменить видюху на аналогичную, только другого производителя. И аллилуйя, проблема исчезла.
К чему это я все веду? К тому, что от породы зависит продолжительность и качество жизни рабочей лошадки. Однако, как обстоят дела на сегодня, вот так вот взять и просто с воздуха сказать невозможно. Для этого надо скупать видеокарты после майнинга различных брендов и тестировать, и только тогда об этом конкретно говорить. Но, возвращаясь в наши дни, хочу сказать, что видеокарты после майнинга в сервис несут еще и как несут. Вот, к примеру, у видюхи Radeon RX 480 прогорают резисторы, которые запитывают фазы питания, и это надо нести в сервис. Там будут у донора спиливаться необходимые элементы, напаиваться на вашу видеокарту. Скажите, оно вам надо? Майнинг грузит видеокарту по полной, даже сильнее, чем игры. Ну, в игры, ну сколько ты там? Ну, поиграл, ну, час, ну, 2, ну, 3 в день. Ага. И то не каждый день. Ага. И все, надоест, а майнинг может пахать круглосуточно. Но опираться также на то, что если видеокарта работала при постоянной нагрузке, то тут-то в обычной гражданской обстановке тем более будет работать, я бы не советовала. Вообще, по идее, видеокарта скорее устареет морально, нежели сдохнет чип. Ну и так-то, майнеры люди адекватные, им надо, чтобы их видеокарты работали, приносили доход, а не сгорали. Хорошо, я вас поняла. Итак, если вы все-таки решились на приобретение БУ видеокарты, прикинули, что даже ремонт карточки обойдется вам дешевле, чем покупка новой, тогда вот вам мои советы. Вы нашли подходящее объявление. Что же надо сделать, дабы не лохануться с покупкой? Ну, во-первых, тщательно осмотреть видеокарту и обратите свое внимание на отсутствие явных потемнений текстолита в местах расположения видеопроцессора и цепей питания. Дальше, погоняйте видюху в тестах. Если такой возможности у вас нет, к примеру, вы не можете или что-то еще не умеете, тогда запускайте самые требовательные игры на максимальных настройках и рубитесь где-то в течение часа и наблюдайте за температурой видеокарты и также за отсутствием артефактов. Главная проблема — это перегрев или перенапряжение. Отвал транзисторов — это тоже проблема перегрева. Поэтому при покупке останавливайте свой выбор на видюхах с охлаждением ВРМ и памяти. Далее, узнайте частоты и температуры в простой видеокарты, на которые вы обратили свое внимание, и сравните с температурами на видюхе, которые вы собираетесь купить. И я могу вас заверить, что если разница в температурах будет значительна, например, там, в 20 градусов, не стоит покупать эту видеокарту вне зависимости от того, майнила она или нет. Далее. Попробуйте косвенно, потому что напрямую вряд ли вам ответят, узнать у продавца, майнила ли она. Ну, к примеру, вы можете спросить у него, а нет ли у вас еще пары таких видеокарт, потому что вот я там хотела установить их в SLI. Если продавец ответит вам: эй, слушай, Ара, дорогой, конечно, 8 штук еще есть таких, давай, сколько тебе в твой SLI этот надо? Ну, тогда, скорее всего, что карта майнила, да. Узнайте, есть ли гарантия. Бум был вот буквально только недавно, все эти видеокарты были скуплены недавно, поэтому гарантия должна быть. Если она есть, то это все значительно упрощает. Ну и также узнайте, с каким блоком питания работала данная видюха. Конечно, желательно, чтобы блок питания был качественный, а не какой-нибудь 350-ваттный чунь-хунь, который дает дикие скачки напряжения, которые вредят электронике. Ну и напоследок, существует такое понятие, как микрорасширение от нагрева при включении и охлаждения при отключении питания. Как это все влияет на ресурс компонентов? Что прослужит дольше? Видеокарта, температура которой постоянно скачет от комнатной до пиковой и обратно, например, вы игруху включили, температура вверх поползла, мамка в комнату зашла, вы игру off, ну и так до бесконечности. Либо же видеокарта, которая работает 24/7, и в работе которой отсутствуют температурные скачки, микрорасширение чипа и так далее. Что вы думаете по этому поводу? Обязательно пишите в комментариях, мне будет очень интересно узнать ваше мнение по данному вопросу. Также ставьте свой криптомайнерский лайк и не забывайте, обязательно нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео. Ну все, на этом я буду заканчивать. С вами был ваш диванный кукаретик Анет. Я вас всех очень люблю и целую. Пока-пока! Сиськачос! Как это сказывается? Сказывается!